Об Абхазском научном обществе всегда говорили как о какой-то легенде. Вот в то время, когда, допустим, я еще начинал работать в Абхазском государственном музее. Об Абхазском научном обществе всегда говорили как о какой-то легенде. Вот в то время, когда, допустим, я еще начинал работать в Абхазском государственном музее, когда общался с археологом Львом Николаевичем Соловьевым, будучи его учеником по палеолиту, археологии, очень много интересного слышал, много говорили о таких ярких фигурах. В основном поминали Германа Барача, с которым был хорошо знаком Соловьев Лев Николаевич, Иващенко Михаил. Но это такие, в общем-то, личности, которые звучали, но каких-то, в общем-то, подробностей особых о них известно не было. Ну как, знали, что они были там, один археологом, другой был ихтиологом, но о их роли и значении в этот период было мало известно. Хотя вот в музее Абхазском государственном хранились отдельные издания «Известий» ОБНО. Но вот в полном составе этих материалов, в общем-то, практически не было. Издания ведь были разные, это и бюллетень выходил, и известия, и труды, и все это нужно было собрать. Но все это, в общем-то, собрал, и немалую роль в этом сыграл Алексей Дбар, наш сотрудник, который вот сумел найти целый ряд материалов, документов. Была публикация Ермоленко Людмилы Павловны, довольно интересная публикация. Она историк из Ставрополя. Тоже это как бы немало прояснило в этой истории Абхазского научного общества. Но по большому счету, вот АБНО, Абхазское научное общество, это как бы была предшественник Академии наук Абхазии, по большому счету. Все начиналось как бы с этого. Но в то же время отношение, скажем, и властей было какое-то странное. Особо пытались как-то особо не упоминать об этом или говорили вскользь. Но потом со временем уже стало понятно, почему это все происходило. То, что касается непосредственно вот моих исследований, то я уже столкнулся напрямую с этими материалами, работая в архиве литературы и искусства, Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Вот, сейчас он называется по-другому, РГЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства. Но это уже давняя история, в общем-то, более 40 лет назад это было. Я работал в фонде Виктора Ивановича Стражева с его материалами и увидел там очень много документов, в частности писем, переписку вот, Германа Барача со Стражевым, археолога Башкирова, профессора Башкирова, Виктора Малеева, который был ученым-секретарем Абхазского научного общества, тоже доктор биологических наук, очень известный ученый, вот, начинал как бы здесь все, в Абхазии. Но мы знаем, что в Абхазии, в принципе, вот до событий революции, но было Сухумское общество сельского хозяйства. И, в принципе, вот на его как бы основе тоже это все возникло. Но, в принципе, я никогда не встречал и никогда не видел материалов о том, кто же был первым председателем Абхазского научного общества. Я сам был уверен, что был Герман Барач, первый председатель. В принципе, вот о нем, в основном о нем, в общем-то, и шли разговоры, но когда-то вот, когда я готовил уже для альманаха Эрцаху
в 1981 году, насколько я помню, ну, вот, статью поэта и археолога о Викторе Стражеве. И я, в общем, там упоминаю Фальборга. Но я сначала подумал, что это какая-то опечатка в прессе. Было написано «председатель Абхазского научного общества». Ну, я подумал, ну, может, представитель, может, и имели в виду, понимаете? Ну, как-то так, в общем, это осталось. И потом вдруг мне попадается материал, опять Фальборг, понимаете, там фигурировал. Я начал, в общем-то, поднял эти газеты, материалы, начал смотреть, изучать, и на самом деле оказалось, что Фальборг, он был первый председатель Абхазского научного общества, оно было организовано, точную дату мы уже тоже знаем, 6 августа 1922 года. И вот в этом году столетие этого знаменательного события. Но был он недолго, вот уже в январе 23 года были перевыборы, он сам, в общем-то, ушел, Фальборг, вот с этой общественной должности. Вот. И председателем стал уже Герман Барач, тоже очень интересный человек, ихтиолог, вообще, то есть он занимался исследованием рыб, в частности, очень много об Абхазии опубликовал в материалах, очень много экспедиций провел. Потом стало интересно все же, кто же такой Фальборг. И вот выяснилось, что Фальборг, он, в общем-то, был гласным Петербургской городской думы, в общем, долгое время до революции. Вот. Он был учеником очень известного статистика Янсена, который, в общем-то, гремел тогда в России. Издал очень много работ по народному образованию, я имею в виду Фальборг. В свое время он пострадал, потому что он был поклонником Толстого, не только его литературных произведений, но и идеологии, был даже выслан царскими властями. То есть он находился в ссылке определенное время, когда был еще молодым человеком. А здесь он, в общем, даже в Петрограде он создал педагогическую академию. Впервые в России создал. Вообще был уникальный, конечно, человек. Он был дворянин из Подольской губернии, но это был обрусевший немец. Вот. Очень был настроен так пророссийский вообще. И за это даже пострадал, потому что в 1912 году он подписал воззвание в поддержку славянских народов на Балканах во время Балканской войны. И в частности, Ленин тогда обрушился и назвал его персонально, назвал его образцом буржуазного шовинизма. Вот. Ну и, в общем-то, становится понятно, почему он после революции, мы знаем, кто был во главе государства советского, почему он оказался в Абхазии, в Сухуми, я думаю, от греха подальше уехал сюда. Ну а здесь мы знаем, что вот эти события революционные в Абхазии 21 года, 22 года события, они совпали с новой экономической политикой. То есть здесь относительно все же мягкий был режим, не было такого кровопускания. Уже 4 года прошло после событий 17 года, февральской, октябрьской революции. И вот он оказался тем человеком, который, в общем-то, тоже сплотил интеллигенцию, а здесь было очень много достойных русских людей, интеллигенции, очень образованных. Это достаточно посмотреть, скажем, материалы Абхазского научного общества, чтобы это понять. И на него обратил внимание Нестор Лакоба. Он был главой правительства. И, кстати говоря, он был членом президиума Абхазского научного общества. Оказал при создании большую поддержку. И более того, сейчас в здании, где мы находимся, Абхазского института, как раз здесь был Совнарком. И несколько комнат на первом этапе, буквально месяц или два, несколько комнат он выделил как раз в здании Совнаркома. Эта общественная научная организация располагалась здесь.
И вот об этом писала, кстати, Ермоленко Людмила Павловна, о том, что была и финансовая поддержка, значительная оказана. И земельный участок был передан, оборудование различное. В общем, было много чего. И вот на первом этапе уже было 4 секции. Медицинская, сельскохозяйственная, техническая, географическая и этнографическая, так называлась. А вот уже в 25 году была секция абхазоведения во главе с Симоном Басарием. Она была создана, и предыстория тоже хорошо это описана, в частности, у Андрея Максимовича Чочу он упоминает, и более подробно уже Хохусанович Бгашба об этом пишет, о том, как это все произошло, и приводит даже письмо академика МАРа к Нестору Лакопу. Это в 24 году они познакомились с Нестором, потом провели как раз здесь съезд, знаменитый съезд по Западному Кавказу и Причерноморью, краеведческий съезд первый в 1924 году. И он прогремел тогда на весь фактически Советский Союз, потому что уже был Советский Союз. И здесь что интересно, что Абхазское научное общество было образовано еще до образования СССР. Они поддерживали колоссальные связи. То есть в России особенно плотные отношения были с Германией, с научными центрами, с библиотеками, Америки. Ну, естественно, это определенным кругам как-то не нравилось, понимаете. И опять возвращаясь к Фальборгу, могу сказать, что 22-23 год, пока вот он был председателем первым Абхазского научного общества, Генрих Адольфович, кстати говоря, Фальборг. И пока он был, в общем-то, первым председателем, и в газетах начали, в общем, упоминать, в газете, там, скажем, «Голос трудовой Абхазии», о нем пишут, что вот он открыл, что он выступил там ко дню памяти Льва Николаевича Толстого, что здесь большая такая была, в общем, встреча, конференция. Но вполне возможно, что он как-то засветился и, в общем, обратил на себя внимание, потому что, естественно, был дворянин, и потом, если к нему было такое отношение со стороны там Ильича, тем более это не могло быть неизвестным соответствующим службам. Но Нестор Лакоп был такой человек, он многим помогал, и мы знаем об этом. Он увидел, что это толковый человек, что он занимается статистикой. И, в принципе, он его, в общем-то, назначил председателем Госплана Абхазии и членом экономического совета. И он его фактически... Но это был член правительства, член Совнаркома Абхазии. Вот уже в 25 году, выступая на третьем съезде, Лакоп особо отмечал его заслуги. Кстати, на это обратила внимание тоже вот Кама Алексеевна Гогия, экономист наш, глава нашего статуправления. Она об этом, в общем-то, докладывала на юбилейной конференции Абхазского университета, насколько я знаю. В общем, было очень много интересного, понимаете, он фактически под его прикрытием работал. Он его прямо Нестор называет профессор Фальборг и так далее. Кстати говоря, потом уже вот в документах в одном из отчетов Дмитрий Иосифович Гулия упоминает, что профессор Фальборг выступил с лекцией очень интересной, тоже в Абхазском институте литературы, «Абхазия в цифрах». Даже до сих пор, кажется, выходят такие издания, там «Абхазия в цифрах». Но вот первое, если вы возьмете все статистические данные того времени, то они, конечно, поражают. Но представьте себе практически неграмотные Абхазии. И на таком уровне выходят вот эти исследования по каждому селу, по каждому району. То есть колоссальная работа была. И он, конечно, не мог существовать и не мог без поддержки, так сказать, сверху заниматься этими вопросами.
Вот. А в 29 году, когда уже осложнилась ситуация уже у самого Нестора, когда было очень много проблем, ну, я не исключаю, что он ему сам посоветовал как-то, чтобы он уже более или менее все успокоилось, он уехал в Ленинград, и, насколько известно, он в 1942 году скончался. Правда, больше о нем ничего не известно, к сожалению. А Герман Барач был второй председатель. Вот с января 23 года он фактически был бессменный председатель. Там был какой-то период небольшой, когда председателем был Иван Николаевич Маргани. Этот период тоже был, но очень недолгое время. Вот. Но был ученый совет, как я сказал, был президиум, издавали труды, издавали известия, издавали бюллетени. Причем издавали очень многие вещи, публиковали на французском языке. Ну, о секциях я уже говорил, какие были, на разнообразные темы, но нам в Абхазии наиболее известны, скажем, труды археологов, археологические, там, Стражев о дольменах, о бронзовой культуре, Иващенко об Абхазской стене, вот, Башкиров. А потом все это было как бы осуждено уже в 30-е годы, потому что эта тема очень гремела Абхазского научного общества. Вот, оно было на очень высоком уровне научном, понимаете? И это как-то завораживало людей. Но достаточно сказать, что почетными, например, председателями первого съезда краеведческого, хотя они здесь не находились, но были избраны, они были хорошо извещены об этом. Помимо того, что Марон присутствовал, академик Марон, но был еще Луначарский, почетный председатель. Почетный председатель был академик Ольденбург, очень известный. Вот. А потом уже в 1925 году из-за выдающегося вклада ученых Абхазского научного общества они были приглашены на 200-летие, на юбилей Академии наук России. Вот. И они находились в Москве и в Ленинграде, отмечали это событие. Ну, естественно, это не нравилось многим, и об этом, в общем-то, писали и говорили, особенно в Тифлисе. Внимательно за этим событием, как оказалось, наблюдал Берия, которому тоже абсолютно незачем было упоминать, чтобы как бы Абхазия была в таком ореоле, я имею в виду, среди ученых были люди такого уровня, можно сказать, мирового значения. Связи были большие, зарубежные, в Союзе, то есть об этом все знали. А это укрепляло и имидж молодой республики СССР Абхазии, это естественно. И укрепляло и, в общем-то, позиции Нестора в определенной степени. Вот. И вот на первом этапе он, конечно, очень поддерживал, потом уже стало гораздо сложнее. И по переписке, вот 30-31 год уже чувствуется, когда Барач и Иващенко, они пишут, что происходит, что их начинают теснить, вытеснять, что в музее большие проблемы. Потом, кстати говоря, очень многие считают, что вот Абхазское научное общество было в здании нынешнего музея. Да, но не с самого начала. Вначале было здесь, в Совнаркоме. Потом перешли, они уже были там постоянно в ОБНО. Вот. Ну, Стражев уехал в 1927 году. И вот эта знаменитая фотография, где представители русской абхазской интеллигенции вместе, это как раз вот 1927 год. И там все есть, и Барач, и Малеев, и Дмитрий Гулья, и Чочуа, и Стражев, и Иващенко, в общем-то, все. Вообще уникальная, конечно, фотография. Ее нашел как раз в архиве литературы и искусства. И потом уже после войны прошло довольно много времени. И я благодарен вот и Василию Шамоничу Авицпу, он был тогда директором. И у меня была командировка уже в архив литературы и искусства российский, и я там, в общем-то, сделал какие-то копии, материалы, документов, в результате чего появилась возможность издать вот эту книжку «ОБНО и его разгром».
вот, 1922-1931 год. Самое интересное, что Барача посадили как председателя, в общем, объявили его буржуазным, в общем-то, националистом, исследователем, в общем, антисоветским элементом, в общем, все. То же самое, как археолога Иващенко. И даже был такой термин «за историческую контрреволюцию». Что это означало? То есть, если ты где-то в царское время занимал какую-нибудь должность, тебя уже могли за это посадить. И вот, а подпись, вот документ из 1931 года, сентябрь месяц, 23 число, за подписью Берия тройка заседала, и им было запрещено возвращаться, в общем-то, в Абхазию. Вот 3 года тюрьмы, кстати, заключение получил Иващенко. Они в Метекском замке сидели, их арестовали, увезли в Тбилиси. Они находились там. Вот. А Барач 3 года был как бы невыездным. Он не мог посещать 12 регионов и городов, в том числе Абхазию. Москву, Ленинград, в том числе Абхазию. Вот. И очень много рассказов. Есть письмо, например, очень интересное письмо, которое Барач, как только вышел, написал Виктору Стражеву, но передал нарочным, который ехал, не по почте, потому что все переиллюстрировалось и, в общем-то, придавалось такой, можно сказать, ну, человек в данном случае мог попасть под уже топор репрессий. А учитывая, что в этот период, в 1931 году, уже и в Абхазии у Нестора была очень тяжелая ситуация, естественно, после событий Дурипского схода и так далее, после февраля, ведь в феврале 1931 года Абхазию включили в состав Грузии, а с ними это все произошло уже в июне, они были арестованы 1931 года, в сентябре вынесли им этот приговор, сидели в Метекском замке, потом, через какое-то время Барач вышел. Интересная вещь, он там проскальзывает в этом письме. Да, а я знаю со слов Соловьева. И, кстати, Воронов это пишет в брошюре о Льве Николаевиче Соловьеве. Вот. А я очень хорошо помню, как Соловьев рассказывал, когда мы были на археологической экспедиции, такая разведка археологическая была, в верховьях Амткела, Азанская, в верховьях Амткела, в Азантах. В Азантах мы находились, была экспедиция, был Бурчак Абрамович, палеонтолог из Тбилиси, очень известный профессор, Соловьев Вадим Викторович Бжани. И как раз мы были в том месте, где вот Стражев описал вот этот Азанский дольмен знаменитый. И вот Соловьев очень хорошо знал Барача и Иващенко. И вот это письмо как бы подтверждается, потому что все это как бы вспоминая. Воронов же не знал о том, что я найду, допустим, это письмо. О нем тогда было неизвестно об этом письме. И беседу с ними проводил с Барачом Берия, который вынес это решение тройки. Он сказал следующее: или будете гнить здесь, но в Абхазию дорога закрыта. То есть будете работать здесь, устроим вас. Открывался как раз институт закавказоведения. И Барача потом, в общем-то, устроили в этот институт. А Иващенко еще, в общем, 3 года сильно болел, потом его освободили, но та же судьба. То есть они в Абхазию 3 года вообще не приезжали, не имели. А потом, когда уже там они трудоустроились, им разрешали иногда выезжать, там, чтобы экспедиции, в общем-то, чем-то заниматься. Даже вот известно письмо 1934 года Михаила Иващенко к Нестору Лакобу, где он просит, чтобы тот помог ему устроиться в музей уже в 1934 году, понимаете? Барач был устроен. Так что вот такая вот судьба. И, в общем-то, почему называется разгром? Потому что это настоящий разгром был. Их в чем только не обвинили, что вот эту старую рухлядь, археологию, все надо выбросить, нужно показывать образцы социалистического строительства. Специально внедрили человека, который был прислан, это чекист, правда, неизвестно откуда, считали, что он из Москвы был прислан. И как только он расправился с этими людьми, он отсюда, в общем-то, буквально исчез. Об этом, в общем-то, подробно говорится в этой книжке, об его разгром. Вот такая, в общем, судьба.
Как только Абхазия вошла в состав Грузии в 1931 году, тут же разгромили эту организацию, и ее долгое-долгое время потом не упоминали. Ни наши историки, ни ученые. То есть весь период, пока Абхазия была в составе Грузинской ССР, тема АБНО, она либо ее избегали, либо замалчивали, либо говорили полуправду. О том, что произошло, об этом вы ничего не найдете, ни одной публикации. Вот публикации вышли только сейчас. Хотя я помню, Георгий Алексеевич Дзарев всегда, в общем-то, с большим уважением говорил о них, но на время было такое, что как-то было не принято. Вот почему у нас и отмечали разные юбилеи, вы помните, то отмечали с 1931 года историю юбилея АБНИ, потом чуть ли не с 1925 года. Вот сейчас мы тут, ну фактически столетие, это столетие, потому что они являлись фундаментом и нынешней Академии наук, и прежде всего Абхазского института языка, литературы и истории, ныне Абхазского института гуманитарных исследований. Вот. И, конечно, здесь, в общем-то, огромную роль, в общем-то, сыграли в этом, во всем и в публикации последнего времени. То, что сейчас вот выходят труды, и первый том, немалую роль сыграл и директор Ашуба Арда Энверович. Вот, и я думаю, что таким образом эта тема, в общем-то, зазвучала. Если они знали как-то поверхностно, обрывочно, то это на самом деле очень легендарная история и судьба у этих людей. И было бы грех их, в общем, не вспомнить. Тем более, что когда-то ведь Барач написал, будет ли благодарна нам абхазская, так сказать, молодежь, абхазцы за то, что вот мы сделали. Благодарное потомство абхазское, как он писал. Вот. В письме. Очень интересно, эти люди пережили очень-очень страшные времена, но это были великие ученые, великие исследователи. Причем это делалось все на общественных началах. Они собирали членские взносы, у них были краеведческие, скажем, организации во всех районах Абхазии. Объединяли активных членов более 300 человек. Вот. Ревизионная комиссия, там до копейки все отчеты, куда, что, как издавались эти издания, все. Ну, порядка 80, даже больше, чем, более 130 библиотек, что ли, с которыми они поддерживали связь зарубежные. Я думаю, что история АБНО, она поучительна. Конечно, нельзя вот так подходить, как будто все вот на ровном месте происходит. И некоторые люди, которые недавно, допустим, пришли в науку, они думают, что вот с них все начинается. Или там представители, там, допустим, власти. То есть нужно быть благодарным и помнить всех этих людей, потому что благодаря всему этому в Абхазии потом и появилось все. Благодаря этим людям появился Институт экспериментальной патологии, Институт растениеводства Вавилова. Очень многие вещи в Абхазии, они происходили в то время, понимаете, вот за 15 лет буквально, с 21 по 36 год очень многое же было отстроено в Абхазии, очень много. И возникли целые институты. Об этом Николай Вавилов очень здорово сказал в 1932 году. И я думаю, что без вот этого славного прошлого у нас не может быть никакого будущего.